Весенняя призывная кампания продолжается. За это время военные комиссариаты республики проводили 11 групп новобранцев. Как отмечают в Малгобекском военкомате, все идет строго по плану, без нареканий. Задание, которое было нам военным комиссариатом республики поставлено, было 68 человек. На 18.06 сегодня отправлено из них 55 человек, осталось отправить 13 человек. Отправки у нас продолжатся. Желающих в Ингушетии пополнить ряды вооруженных сил России достаточно. Новобранцы подготовлены. Им предоставляется выбор, в какой род войск они хотят попасть, включая Национальную гвардию, военно-космические силы и сухопутные войска. Отслужив в армии год, срочники не столкнутся с проблемами при трудоустройстве. У них на руках будет военный билет. Прошел медкомиссию, и сказали, все нормально. Год отслужу и приеду. В какие вооруженные силы хочешь попасть? Я собираюсь служить в Росгвардию, потому что после окончания я могу пойти в ОМОН или Росгвардию. У молодых людей есть также возможность не проходить срочную службу абсолютно легально. Вместо этого они могут поступить в военное училище, где пройдут обучение в рамках образовательной программы военного вуза. Командир роты обеспечения военной части 51858 Осман Тимиев, который в свое время отдал предпочтение поступлению в военное училище, отмечает привилегии такого выбора. Первая привилегия – это получение высшего образования. Ты можешь себя там найти в плане спорта, если какие-то другие кружки, в плане информатики, там есть уже ввели, мне кажется, есть новый вид спорта – киберспорт. Вот те ребята, которые у нас более-менее связаны с компьютерами, с информатикой, вот, они себя проявляют и в этих сферах. Не тратьте свое время, то есть на пустые какие-то моменты, поступайте в военные училища, оканчивайте их желательно с отличием и найти свой путь. Работа по призыву в Ингушетии организована системно и максимально прозрачно, с участием различных структур. Это военные комиссариаты республики, медицинские и призывные комиссии. Специалисты отмечают, что уклон от армии в основном до сих пор связан с тревогой. Некоторые молодые люди сомневаются, что со срочной службы их не перенаправят в зону специальной военной операции. В зону специальной военной операции призывников не привлекают. Они проходят службу только на территории Российской Федерации, то есть без исключения 4 вот этих субъектов, они проходят службу. Проходят службу в центральной полосе, можно сказать, от Ростова до Москвы, Москва, Ленинградский военный округ, Московский военный округ и Южный военный округ. В основном наших ребят забирают в эти округа. Получение военного билета открывает перед новобранцами новые возможности в трудоустройстве. Многие работодатели отдают предпочтение кандидатам с опытом службы в вооруженных силах, но не обходится без уклонистов. В их адрес принимаются особые меры. Введены административные штрафы, довольно-таки и большие для нашего населения. Об этом я и раньше говорил. Сегодня, даже если по повестке ты не явился в военный комиссариат, по повестке военного комиссариата, если ты оповещен и ты не являешься военный комиссариат, это сумма штрафа 30 тысяч рублей. В рамках этого призыва по всей стране планируется призвать на срочную службу 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Весенняя кампания продлится до 15 июля. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз, 24.